Здравствуйте! Время новостей на телеканале Тува-24. В студии Александр Тур и коротко о главных событиях этого дня. Глава Тувы проинспектировал строящиеся объекты в столице Тувы. Школьники Тувы присоединились к акции «Диктант Победы». В Туве подвели итоги всероссийского конкурса учителей в номинации «За нравственный подвиг учителя». В Туве состоялись масштабные учения по ликвидации последствий ДТП. Как отмечают жители Тувы, столица меняется на глазах. Строительство новых объектов не только улучшает жилищные условия для населения, но также способствует преображению внешнего облика города. Глава Тувы Владислав Ховалык уделяет особое внимание развитию инфраструктуры и созданию комфортной городской среды для жителей республики. Поэтому на постоянной основе лично инспектирует строящиеся объекты. Новые комфортные многоквартирные дома на улице Олега Саганола уже в процессе подготовки к передаче ключей новым хозяевам. Главное достоинство объектов – это не только соответствие современным тенденциям комфорта, но и забота о благоустройстве окружающей территории, например, детских игровых площадок. К сдаче уже готовы 180 квартир. Возведение домов по государственным программам не прекращалось даже в зимний период. Строительством жилых многоквартирных домов в Кызыле занимаются разные подрядные организации. Завтра ключи выдавать будем, все. Вчера кадастровая палата нам последнюю регистрацию сделала. Глава Тувы Владислав Ховалык также осуществил проверку одной из самых больших строительных площадок Кызыла – жилого комплекса Менгун, где квартиры приобретаются по льготной ипотеке под 2% годовых. В данном микрорайоне возводятся не только жилые дома, но и социально значимые объекты. К примеру, школа на 825 учебных мест. Добавим, что образовательные учреждения строятся по президентскому национальному проекту образования. Выглядит всегда, то есть вот хороших объектов делается и центральная Для возведения стен жилого комплекса застройщик использует привозные панели, но он заявил о готовности закупать и местные материалы. В планах развития индивидуальной программы в Туве идет разработка расширения производства стеновых панелей. Это уменьшит сроки доставки материала до пункта получения и создаст дополнительные рабочие места. А нам, так скажем, здесь начинать работу в любом строительный забор надо снять. Правильно? Буддийский комплекс в южном микрорайоне давно стал визитной карточкой Кызыла. Прекрасный объект уже практически год украшает город. В планах правительства построить жилье для послушников храма и другие помещения для просветительской работы. Комплекс планирует расширять благодаря средствам меценатов и при поддержке культурного фонда имени Кужугета Шойгу. Айсу Мангуш, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. Правительство Тувы утвердило официальную символику празднования главной юбилейной даты этого года – 80-й годовщины добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР. Напомню, Министерством культуры Тувы ранее был объявлен конкурс на создание фирменного стиля юбилейной даты. И вот с 15 марта по 1 апреля были заявлены работы от 7 авторов из городов Волгоград, Казань, Москва, Хабаровск и других. Также в конкурсе участвовали работы Шоя Чурука и Игоря Дулуша. Члены конкурсной комиссии оценили работы по нескольким критериям. По итогам заседания комиссии было принято решение о выборе в качестве фирменного стиля 80-летия вхождения Тувы в состав России работу авторства Шоя Чурука. 26 апреля состоялась масштабная историческая акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны. К ней присоединились учащиеся столичной школы номер 1. Какие пожелания воинам пишут школьники, расскажет Айдана Санденма. «Диктант Победы» – это всероссийская историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые его провели 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Великой Победы. Он прошел в 24 государствах, включая Россию. Тогда участниками стали более 150 человек в возрасте от 9 до 90 лет. После этого было принято решение об ежегодном проведении «Диктанта Победы». Подобные мероприятия имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Сегодня ребятам школы номер 1 Кызыла выдалась возможность выразить признательность героям, которые находятся в зоне специальной военной операции. Я желаю солдату, чтобы он быстрее вернулся. Желаю ему здоровья, удачи, побед, сил и стойкости. Я написала о том, чтобы он вернулся на родину. Я обращаюсь к солдатам российской армии, что они вносят вклад в победу над всемирным злом. И то, что мы победим.
Желаю всего наилучшего. Главной целью диктанта Победы является объединение всех граждан России. Наше благополучие во многом зависит от того, насколько мы едины и уважаем ли свои исторические корни. Диктант Победы призван мотивировать россиян к этому. Сегодня «Единая Россия» совместно с Почтой России и Министерством образования Республики Тыва проводит акцию «Письмо герою». Ребята сегодня все очень активно пишут письма, пожелания нашим героям. Письма обязательно мы доставим до солдат. Участники мероприятия после написания солдатских писем-треугольников участникам СВО опускают их в почтовый ящик. Отметим, что письма школьников отправляются Почтой России абсолютно бесплатно. В этом году Почта России выступила логистическим партнером диктанта Победы, а также акции «Письмо герою». Все письма, которые напишут участники мероприятия, будут централизованно доставлены в Москву, переданы организаторам мероприятия, а далее уже направятся бойцам. Также Почта России активно принимает участие в самом диктанте Победы. Сотрудники участвуют как онлайн, так и на площадках. Нам важно сохранить историческую память о подвиге наших предков. Со всех уголков России идут тысячи писем со словами поддержки участникам спецоперации от детей. Ребята адресуют военнослужащим искренние слова поддержки и благодарности за то, что они защищают их, борются за мирное небо, счастливое будущее, рискуя собственными жизнями. Воинам такие письма доставляют регулярно прямо на фронт. После тяжелых боев они открывают крохотные конверты и читают детские письма. Айдана Сенденма, Чайхан Донгак, Самдан Иргет, телеканал ТУА-24. В выставочном зале Дома художника прошла республиканская выставка-конкурс «Лучшие художественные произведения 2023 года». Кто стал ее конкурсантами и как оценил их творчество жюри, смотрите в нашем сюжете. Ежегодно творческое сообщество Тувы имеет возможность представить свои лучшие работы на выставке для признания своего таланта. Главной задачей является победа в номинации «Лучшее художественное произведение года». Участвует здесь 67 участников. Представлены в общем работы, 167 работ здесь представлены. Это камнерезные работы, скульптура, живопись, графика. Помимо титула лучшего из лучших, победителей номинации ожидают и денежные премии, которые будут предоставлены Республиканским министерством культуры для мотивирования деятелей искусства на создание новых шедевров. Поддержка талантов Тувы – одна из линий работ ведомства. По прошлому году, по 2023 году, мы тоже закуп для поддержки наших художников, наших мастеров, тех картин прикладного искусства, камнерезного искусства. Мы на 450 тысяч делали закуп наших работ, наших художников. Конкурсантами в этом году стали не только опытные мастера, но и новички ремесла. В их числе свою работу представила Алена Сувак, которая с 5 класса занимается живописью. Вот эта картина – это посвященная песне Черголола «Моя Тыва». Вот. Именно к выставке, к 100-летию Черголола я написала его как символ Тывы, потому что у нас же горы очень красивые. Вот я очень восхищаюсь горами типа Тывы, очень люблю Тыву, все тувинское. Помимо художников, большое количество работ представили и мастера камнерезного дела. Данное ремесло является традиционным для нашего народа, но тем не менее со временем претерпевает изменения. В целом, да, тувинское вообще изобретательное искусство развивается очень динамично, особенно вот последние годы. Поэтому сейчас я бы хотел, чтобы молодежь именно обращался к истокам именно тувинского камнерезного искусства. Оценивать работы будут заслуженные деятели искусств республики. Итоги будут подведены 7 мая. Все желающие посетить выставку и ознакомиться с лучшим произведением 2023 года смогут это сделать до 26 мая включительно. Арлана Байду, Чайхан Донгак, Дуржуссат, телеканал ТУА-24. В здании Главного управления регионального МЧС прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 375-й годовщине создания пожарной охраны. Государственные награды и поощрения наиболее отличившимся спасателям. Слова благодарности за нелегкий благородный труд. Обо всем этом расскажем в следующем материале.
Уже на протяжении 375 лет против огненной стихии и природных катаклизмов ежедневно выступают пожарные. Налажена до идеала система, прошедшая большой путь и набравшая огромный опыт ради одной цели – охраны жизни и здоровья людей. На сегодняшний день в Туве на ежедневном дежурстве несут службу 22 пожарные части. Сегодня пожарно-спасательная служба нашего региона – это настоящий профессионал, состоявшаяся и сплоченная команда. Уверен, что каждый из вас гордится выбранной профессией, поскольку служить на благо стране и во имя людей – высшая степень проявления лучших человеческих качеств. В юбилей пожарной охраны особенно радостно отметить, что мы обновляем техническое оснащение. В текущем году автопарк пожарных спасателей пополнился 2 единицами пожарной техники. Это значительно повысит эффективность работы пожарных. С приветственной речью и поздравлениями от лица главы Тувы выступил заместитель председателя правительства Тувы Виталий Бартнасады. Тувинские пожарные за героизм и мужество в борьбе с огненной стихией не раз удостаивались государственных наград. В их числе и профессиональные пожарные, и общественные помощники, и даже школьники. Государственные награды и благодарности, почетные грамоты, а также очередные воинские звания были присвоены лучшим специалистам-спасателям. Стоит отметить пожарных спасателей, которые 6 марта первыми прибыли на место ЧП на Шаганарской ТЭЦ. Наиболее отличившиеся также получили благодарности, в их числе Айдын Оржак, начальник Улухемского пожарно-спасательного гарнизона, который непосредственно руководил силами МЧС в первые часы после ЧП. Сегодня личный состав 17 пожарно-спасательной части получили награду по случаю происшедшей чрезвычайной ситуации 6 марта в городе Шаганар на котельной. По прибытии на место происшествия он установил, что 4 человека находились на 4-м этаже административного здания. Отправил 2 звена к ДЗС. Это профессиональный праздник тех, кто каждый день, рискуя своей жизнью, вступает в схватку с огнем, спасает человеческие жизни и имущество граждан. Это смелые и самоотверженные люди, чей девиз – «Спасти, несмотря ни на что». Мерген Оюн, Буян Мангуш, Доржусат, телеканал Тува-24. С начала 2024 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 11 тысяч жителей Тувы, отчитались в Министерстве здравоохранения региона. Диспансеризация и профосмотры являются частью мероприятий национального проекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. По итогам проведенных обследований за 3 месяца текущего года выявлено 4436 случаев заболеваний, из них впервые выявлено 888. На диспансерный учет взяты 3992 человека, в том числе 2348 человек с патологиями сердечно-сосудистой системы, 185 с болезнями органов дыхания. Масштабное обследование населения было организовано также во время межрегионального форума, который проходил в Кызыле во Всемирный день здоровья 7 апреля. Форум состоялся в рамках Года здоровья, который был объявлен в Туве главой региона Владиславом Хавалыгом. Все желающие могли пройти обследование на УЗИ БЦА, сделать экспресс-анализ на ВИЧ, маммографию, флюорографию, измерить уровень холестерина и сахара в крови и другие процедуры. В Минздраве добавили, что основными причинами возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, новообразований, сахарного диабета и других болезней по итогам диспансерного обследования по-прежнему остаются нерациональное питание. У 24% обследованных, курение табака у 23,7%, избыточная масса тела у 10,6%. За последние годы в учреждениях первичного звена здравоохранения республики существенно обновили оборудование, в том числе используемое для диспансеризации, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта здравоохранения. Так, за 4 года для медицинских организаций Тувы закуплено свыше 380 единиц оборудования. Напомним, организация всеобщей диспансеризации населения ставит задачу раннего выявления тяжелых заболеваний. Диспансеризацию следует проходить с 18 лет раз в 3 года, с 40 и старше каждый год. В Туве в первом этапе ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики за нравственный подвиг учителя приняли участие 18 учителей дошкольных и общеобразовательных учреждений республики из 12 муниципальных образований. О порядке проведения конкурса, его участниках и дальнейших планах победителей расскажет Мерген Оюн.
За нравственный подвиг учителя. Само название конкурса уже говорит о главных целях и задачах. В современном обществе все, что касается духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, является актуальным. Священнослужители монастыря Туптен-Шедруплинг и кафедрального собора в духовно-нравственном воспитании населения республики играют огромную роль. Именно поэтому итоги конкурса за нравственный подвиг учителя сегодня подвели в священных местах республики. Напомним, что самый большой в России буддийский монастырь открыл свои двери 28 апреля благодаря культурному фонду имени Кужугета Шойгу. Сейчас он стал центром притяжения не только для верующих Тувы, но и для учителей образовательных организаций, которые могут здесь перенять опыт и советы по духовно-нравственному воспитанию своих учеников, отметила Айгуль Алет. Зарегистрировалась и начала участвовать. Написала программу духовно-нравственного развития обучающихся общеобразовательных организациях. И сегодня у нас награждение участников получила 2-е место за программу. Как отметили организаторы конкурса, количество участников растет с каждым годом, что говорит об интересе учителей и их готовности быть открытым чему-то новому. Сам же конкурс проводится по 4 номинациям. Организация духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения, лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, лучшая методическая разработка по религиозным предметам и лучший образовательный издательский проект года. Оглашение результатов регионального этапа проходило в Воскресенском кафедральном соборе. Коллеги, я вас от всей души поздравляю за то, что вы приняли участие в этом конкурсе, то, что вы уже победители в этом конкурсе. География участников ваша очень большая, представлена половина муниципалитетов, половина наших районов республики. Название конкурса, оно не привязано конкретно там к религии. Это вообще подвиг учителя, нравственный подвиг учителя – это сеять, простыми словами, доброе, вечное, ценное, и вы это и делаете своей педагогической деятельностью. Победителям конкурса за нравственный подвиг учителя предстоит защищать свою республику на межрегиональном этапе, который пройдет с 14 мая по 31 августа текущего года. Берген Уюн, Буян Мунгуш, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. В Туве прошли масштабные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. В них приняли участие ответственные ведомства и министерства. В рамках учений было продемонстрировано, какие последствия могут возникнуть при ДТП. Также в режиме реального времени оказали первую медицинскую помощь. Такие учения не только помогают научиться эффективно реагировать на ЧП, но и способствуют координации действий различных служб в экстренных ситуациях. Подробности у Инны Клоян. Как помочь раненому, как остановить кровотечение, что делать, если человек без сознания. Это нужно знать каждому участнику дорожного движения. Ведь от дорожно-транспортных происшествий никто не застрахован. От того, насколько своевременно и правильно будет оказана первая помощь, зависит жизнь пострадавшего. Это особенно важно в тех случаях, когда авария произошла на автодорогах на большом расстоянии от населенного пункта, куда врачи скорой помощи будут добираться долго. А помочь человеку нужно здесь и сейчас. Так, на одном из аварийных участков дороги в Кызылском районе прошли командно-штабные межведомственные учения, на которых отрабатывалось взаимодействие между экстренными службами. По мнению организаторов, в ликвидации последствий ДТП крайне важно грамотное сотрудничество всех оперативных служб. Первыми на место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД, которые, оценив обстановку и масштабы ДТП, сообщили о случившемся в единую диспетчерскую службу 112, обеспечили безопасность дорожного движения и беспрепятственный подъезд к месту аварии автомобилей экстренных служб. По легенде, на участке федеральной трассы произошло серьезное ДТП. Сотрудникам экстренных служб нужно было отработать по 2 сценариям, на одном из которых неизвестное количество пострадавших. Так, после сообщения о ДТП на телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112 и в экстренные службы 101, 102, 103 на место условной аварии по тревоге выехали экстренные службы. Условия максимально приближены к реальным. Главная задача – обесточить автомобиль, разрезать кузов, достать пострадавших. На демо-площадке с необходимыми медицинскими атрибутами оказали доврачебную помощь от техники перевязки и до наложения жгута, комплекса реанимационных
Согласно замыслу учений, в результате ДТП 3 автомобилей и участники дорожного движения оказались условно заблокированы и травмированы. Не могут самостоятельно покинуть салон авто. Предположительно, у людей диагностированы переломы, травмы различной степени тяжести. Общее число пострадавших – 15 человек. Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части устранили возгорание автомобиля. Ликвидация последствий ДТП – это неотъемлемая часть работы пожарных. Только спасатели имеют специальную подготовку и инструмент, который позволяет разрезать металлические конструкции автомобилей и деблокировать пострадавших. Нужно работать быстро и слаженно, так как число получивших тяжелые ранения немалые. Только за прошлый год выездов медицинской службы на место ДТП составило 620, в которых пострадало более 1000 человек. Подобные учения, в которых взаимодействуют несколько ведомств, ценны тем, что удается оттачивать все действия, необходимые для спасения людей, поделился заместитель главного врача Центра скорой помощи. Сотрудники экстренных служб продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженности в работе. Региональная госавтоинспекция призывает водителей, пассажиров и пешеходов неукоснительно следовать правилам дорожного движения, быть вежливыми на дорогах и не забывать о взаимовыручке. Учения прошли успешно, все поставленные задачи были выполнены. Подобные мероприятия позволяют повысить готовность экстренных служб к ликвидации последствий ДТП и спасти как можно больше жизней. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Самдан Иргит, телеканал ТУВА-24. Ликвидация несанкционированных свалок и проведение месячника субботников играет важную роль в сохранении экологической чистоты и красоты региона. Борьба с мусорными свалками помогает сделать окружающую среду более здоровой и пригодной для жизни. А для этого жителям Тувы нужно лишь соблюдать несколько правил и выбрасывать свой мусор в специально отведенных для этого местах. Подробности у Айсу Мангуш. Вопрос несанкционированных свалок находится у регионального Минлеса на особом контроле. Как показывает практика, зачастую такие кучи мусора образовываются по вине самих жителей республики. Своевременное их выявление и ликвидация имеет большое значение для улучшения состояния окружающей среды и экологической обстановки в Туве. Данных мероприятий являлось определение точных координат площадей, объемов и морфологического состава несанкционированных мест размещения отходов для
для составления общего реестра. Всего было организовано выезды в 9 каньонов и обследовано 81 объект. Всего у регионального оператора ГУП «Транспортный сервис и проект» на балансе 545 бункеров на территории Тувы. Из них 297 находится в Кызыле, остальные 248 в различных районах региона. 7 единиц спецтехники задействовано по вывозу твердых коммунальных отходов. По графику и по заявкам ездят они по всей республике. Начался строительный сезон, так как начались тоже субботники, поэтому иногда не успеваем и усиливаем работу. С наступлением весны мусор, который зимой прячется под снегом, выходит наружу и становится видным. Именно поэтому, чтобы напомнить гражданам о необходимости бережного отношения к окружающей среде и чистоте территории, организовываются субботники. С наступлением весны территориальное управление мэрии города Кызыла на левобережных дачных обществах регулярно проводятся субботники с привлечением самих жителей и также с привлечением лиц, которые привлечены в обязательные работы. С начала апреля нам уже проведено 8 субботников. Как заметили сотрудники ГУП ТСП, жители муниципальных образований игнорируют правила правильной утилизации отходов, к примеру, строительного мусора. Чтобы избежать штрафных санкций, стоит заключить договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов. Необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон, государственных органов, общественных организаций и жителей региона для достижения общей цели по сохранению окружающей среды. Айсу Монгуш, Батырбазан, Ангар Кюжигет, телеканал Тува-24. В Туве с начала специальной военной операции и по сей день в горячей точке неравнодушные жители региона, организации, ведомства и министерства отправляют для военнослужащих транспортные средства. Так, сегодня Министерство спорта республики передало транспортные средства нашим бойцам. Передача автомобиля марки «Нива» состоялась в городском аэропорту. Сегодня мы в очередной раз отправляем помощь нашим бойцам, руководителей подведомственных учреждений, Министерства спорта. В основном все руководители у нас собрали свои средства. Вот мы приобрели машину, отправляем на фронт. Главное, все, что зависит от нас, в поддержку наших ребят, наших военнослужащих. Пусть машина будет им полезна для выполнения боевых задач. Мы, люди, находящиеся сегодня, так скажем, в тылу, всем, чем возможным, будем также дальше поддерживать. В прошлом году мы оказали помощь, в этом году и так потихонечку при каждой возможности все-таки будем делать все возможное. Сегодня у нас на военном борту улетит данная машина и сразу же будет доставлена на место специальной военной операции. Это уже у нас третья даже машина. Как у нас возможность появляется всегда с руководителями. Раньше мы в прошлом году, например, собирали, каждый работник прилагал свои усилия. В этом году с руководителями мы договорились, поэтому с руководителями сами смогли пассивную помощь оказать. Мы не раз отправляли и тепловизоры. Что у нас бойцы просят в основном, это сейчас будем собирать дальше финансовые средства для покупки мотоциклов, эндуро-мотоциклов, которые тоже очень сегодня востребованы. Мы сейчас также будем, надеюсь, до лета мы все это организуем, также тоже на военном борту отправим. Это были все новости, которые мы успели рассказать вам к данному часу. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.